Ибрагим, ассаламу алейкум. Алейкум ассаляму рахматуллах. Скажи, пожалуйста, что сегодня здесь происходит? Сегодня вот я являюсь организатором долгожданного мероприятия. Традиционно мы перед Рамаданом зовем Хазрата, организуем мусульманское мероприятие, говорим о посте, рассказываем, что это такое, в чем его особенности, какие необходимо совершить действия, чтобы подготовить себя к этому, что пост — это не просто про голодовку, что пост — это в целом про удержание себя от страстей. Это правильная ориентировка, правильное сознание. Это, прежде всего, воспитание физического и духовной дисциплины. Рахмет, скажите, а что у вас... Вот у нас сегодня специальный гость был, я все правильно понимаю? Ринат Фатхрединов. Это спортсмен UFC, победитель. Скажите, вот, о чем он говорил сегодняшний вечер, и что у вас больше всего, какие слова запомнились? Мы решили вот сделать именно вот такое мероприятие интересное в том, что часть лекции казалась именно духовного развития, воспитания, духовной составляющей этого священного месяца, что является неотъемлемой частью его очень важным вопросом. Но чтобы разбавить обстановку, чтобы зажечь огонь, зажечь искру интереса, особенно у молодежи, и затронуть актуальный вопрос уже такого физического характера, мы вот позвали известного бойца ММА, участника UFC, многократного победителя, чтобы он поведал о своем опыте личном, как можно совместить пост и спорт, как одновременно не истощить себя и одновременно гармонично сочетать физическое и духовное развитие. Какие вы можете дать пожелания людям, которые только собираются держать в этом году пост Рамадан, и вот какие наставления вы можете дать? Первое и самое главное пожелание — это, во-первых, не бояться поста, не бояться Рамадана, найти больше плюсов, нежели чем минусов. Ну, например, то, что, нельзя кушать, всего лишь-то с утра до вечера. К тому же сейчас у нас дни короткие, условно позавтракал и уже вечером ужинаешь. Пост в наших условиях, альхамдулилля, теперь легче держать. В некоторых странах у нас 50 градусов жары, и все это выносят, все с этим справляются. Все это говорит о том, что Аллах нас не обязывает непосильными обязанностями. И то, что пост и Рамадан на самом деле это выбор человека, это свобода. Это шанс человеку, может быть, изменить вообще свою жизнь, его вектор развития, воспитать в себе, если хотя бы немного, но уже на постоянном уровне, физическую и духовную дисциплину и идти дальше. Очень хорошие слова. Спасибо вам. Поздравляем всех тех, кто смотрит это видео в начале Рамадана, с началом этого священного поста. И всего самого наилучшего. Все, рахмет. Рамиль, расскажите, что вас сегодня привело сюда? Сегодня привело это часть мероприятия, которое было посвящено, как входить в пост Рамадана, именно этапы, какие части нарушениями, либо наоборот поощряемые. Эти мне тоже для себя нужно было понять, как спокойно, правильно, экологично войти. И плюс это само сообщество, взаимодействие. И потому что в Москву переехал, можно сказать, чуть больше полугода назад, и здесь за счет большого города возникает чувство, скажем так, одиночества. И благодаря штабу татар возникло, что это чувство единения со своими людьми по религии, по языку, по культуре, по всем этим элементам взаимодействия как раз это объединяет сообщество. Скажите, а у нас сегодня был специальный гость Ринат Фатхрединов. Он боец, победитель, настоящий национальный герой Республики Татарстан. Скажите, как вы к нему относитесь? И скажите, является ли он для вас фаворитом настоящего премьера? Ринат Фатхрединов, по крайней мере, про него отлично слышал, что он образец скромности. Даже в UFC многие через провокацию идут. Его некоторые говорили, что он немного скучный, но я, наоборот, считал, что это его благородство, спокойствие не показное. Он выполнял действия, совершал. И в этом, я считаю, прям мне откликается. И сегодня, когда лично познакомились, для меня тоже откликнулся человек и как на экране, и в жизни показался, что таким благородным, спокойным и открытым человеком. Скажите, а что за эту встречу вас больше всего зацепило? Что вам больше всего понравилось? Опять же, это больше всего объединяет, что общее знакомство с ребятами, с людьми, где с общими интересами по работе, по знакомству, с места жительства, откуда
откуда приехали, потому что здесь Москва нас всех объединяет со всей России татар. И вот эта интересность судьбу каждого, ну, с которым я знакомился, ребят, судьбу, как его привела дорога сюда и как жизненный путь складывался. И вот это мне всегда это объединяет. Больше всего я ценю. Блин, кстати, очень классно. На самом деле, очень правильная мысль, то, что всех нас объединяет одно место. А, например, вот мы еще поднимали тему Рамадана. Скажите, вы держите пост Рамадан? Вот в этом году я, наоборот, первый раз вступаю в Рамадан. И вот тоже, как рассказывал, был, что я себе постепенно подготавливаю. Сейчас за 2 недели начал интервальное голодание. В плане того, чтобы уже к Рамадану спокойно подойти, а не резко. И вот как раз первый год, который буду именно держать. Ильнур, скажи, что тебя сегодня привело в этот вечер? На самом деле я бы, в целом люблю ходить в штаб, и это место, куда я готов прийти просто так за душевной атмосферой. Но здесь еще были очень интересные спикеры, которых очень интересно послушать перед месяцем Рамадан. И вот я, например, в моей жизни присутствуют физические нагрузки. Сегодня были рассказаны, как соединять физические нагрузки с постом. Это тоже было очень интересно послушать. А скажи, пожалуйста, ты вообще занимаешься, получается, спортом, да? Да, занимаюсь, любительски. Скажи, а чем сегодняшняя встреча тебе была полезна? Сегодняшняя встреча у меня была полезна тем, что я узнал, как в пост устроить свои тренировки. То есть это больше упор на вечерние тренировки, утром их минимизировать и делать, в основном физическую нагрузку снизить в целом, к 10-му дню ее сократить до минимума. Супер. Скажи, сегодня у нас был специальный гость, Ренат Фахридинов, боец, настоящий батыр, победитель. Скажи, что тебе больше всего понравилось в его речи? Мне понравилось то, что вот обычно, как мнение о бойце ММА из России, это боец из Дагестана в основном. Это ни для кого не секрет. Мне понравилось то, что я увидел на такой мировой достаточно арене настоящего татарского бойца, коренного татарина. И вот я почувствовал гордость, что ли, за татар. Илья, скажи, что тебя сегодня привело в штаб татар? Боец UFC. Ты его фанат? Типа. А что тебе больше всего в нем симпатизирует? Нокаут. Как он нокауты дает, да? Эффектно? Эффектно, прям бомба. Хотел бы быть похожим на него? Конечно. А что тебе, например, больше всего в нем запомнилось за сегодняшнюю речь? Сегодняшней речи, про Рамадан, как он говорил, что пьет витамины, которые укрепляют организм. Пил бы сам витамины? Конечно. А пьешь? Только фрукты ем, там витамины же тоже есть. Да, абсолютно. А ты держишь Рамадан? Да. А сколько уже держишь? 2-й год сейчас пойдет. Скажи, а что ты можешь пожелать ребятам, которые только начинают держать пост и интересуются этой темой? Не смотрите на еду. А то слишком большое искушение будет, да? Очень большое. Но ты этим пользуешься, тебе это помогает. Да. Кириш, скажи, что тебя сегодня привело в этот вечер? Мне было очень интересно послушать опыт разных людей. Сегодня у нас в штабе выступали особые гости. Один из них борец смешанных единоборств. Я, как человек, который вообще ничего про это не знает, наверное, поэтому мне было еще интереснее послушать его. И также послушать о том, что вообще значит месяц Рамадан для мусульман, особенно для мусульман Москвы, как держать пост в таком бешеном ритме города и как к этому относится молодежь. А после лекции Рената Фахридинова, нашего настоящего батыра, бойца, победителя, настоящего национального героя, тебе захотелось заняться спортом и кому-нибудь там победить кого-нибудь? Мне, конечно, хотелось бы заняться спортом. Я не считаю, что можно пренебрегать физической культурой. Это очень полезно. И в целом его слова лично меня очень вдохновили на то, что даже при всех этих условиях, даже соблюдая пост, можно тренироваться, можно и нужно тренироваться, чтобы поддерживать здоровье тела. Скажи, а ты держишь Рамадан? Да. Скажи, а что ты можешь посоветовать людям, которые только-только начинают или хотят начать держать пост? Главное — это подойти к этому именно с духовной точки зрения, потому что пост, конечно, это и про про физическое терпение, но в первую очередь это должно исходить изнутри. Вы должны подойти к этому ответственно именно с духовной точки зрения и во время месяца Рамадан обращать внимание на то, что вы имеете, ценить то, что вы имеете, и каждый новый день поста воспринимать как награду.
Скажите, от чего вы можете пожелать на этот год всем тем людям, которые смотрят наш канал, которые собираются держать пост Рамадан, и вообще, которые ребята подписаны и интересуются нами? Ну, пожелать, что именно это терпение, через терпение идти и через спокойствие внутреннее, что идти. И пожелать и также соединяться здесь татарам все, что больше, чтобы не чувствовать себя одинокими здесь в большом городе, и тем самым находили общность, в единой уме, в силе сообщества будет находиться, я считаю, по крайней мере так. Именно вот это, если ума будет сохраняться, именно культурное, и тем самым, мне кажется, дальше будет развиваться сообщество. Иншаллах. Все, ладно, Бигзур Ахмед.